тянется очень быстро, прям очень быстро. Сейчас время сжатое, и карма приходит практически мгновенно. Марафон очень классный, хочу сказать. В чем суть? Я всегда сужу по себе, поэтому у меня выходили столетние джинны, когда вот реально ты не знаешь, чем тебе заняться, когда дороги закрыты. Ну, наверное, это всем известно, да, как это бывает, когда безденежье бывает. Поэтому, когда идете на марафон, идете с тотальным доверием. Сразу покажутся ваши предки, они будут приходить. На марафоне обучают именно, как ставить защиту, как нужно выстраивать свое слово. Это очень важно, да? Что нужно уметь выстраивать свое слово. Поэтому записывайтесь на марафон. Очень хорошая возможность сейчас есть. Вот. Я вот сейчас смотрю, и Асим Ханым так много собрала джинов, прямо очень много. Прям басоватор. Даже меня басоватор, не то, что там Асим Ханым. Здравствуйте. Конечно, у меня сейчас все изменилось. На первый марафон, когда я прошла, у меня пошли у нас улучшения именно финансовые. У меня финансы приходят через мою семью, поэтому нас это очень обрадовало. На втором марафоне мне муж подарил машину. Вот. Результаты есть. Просто не все хотят делиться результатами, боятся, что их сглазят. Но на самом деле просто верьте и идите с тотальным доверием. Ваши предки будут приходить и будут вас чистить. Будут предки чистить Асим Ханым. Вы прям, у кого есть такие способности, вы будете это видеть. А кто не хочет этого ничего видеть, им не будут это открывать. Вы не будете видеть там разных сущностей, бесов, джиннов, там лярв или еще что-то. Если вы не хотите этого видеть, вы будете просто тихо, спокойно проходить. Ну и самое такое интересное, что вы подсказки будете видеть отовсюду. То есть вначале, допустим, вот в моем случае как было, у меня была внутренняя агрессия. Поэтому первый марафон, когда я проходила, у меня 3-4 дня у меня была агрессия. И это нормально, потому что выходили те недосказанные обиды, которые во мне хранились. Так раскрывается сердечная чакра. Затем, когда я уже этот период у меня успокоился, мне начали приходить уже различные видения, откуда всего я нахваталась. Но так как я раньше это все изучала, но никак не могла понять, откуда мне приходит информация, теперь я четко знаю, откуда у меня приходит эта вся информация. Также у кого есть какие-то способности, либо какой-то свой дар, кассиет, на марафоне он будет у вас раскрываться. Кассиет — это не значит, что вы должны бежать всех подряд лечить там руками, биоэнергетики сразу. Нет, у всех кассиет разный. Кто-то начинает заниматься творчеством, вот реально танцевать, рисовать, петь, и у них прямо в жизни все начинает налаживаться. Когда вы сами проходите марафон, ваши дети автоматически, допустим, если один из родителей начинает проходить марафон, дети автоматически начинают счищаться тех ненужных программ, которые у вас были. Вот я заметила это. Очень ярко прямо будут вылазить эти программы. Конечно, во время чистки, во время марафона бывает разное. Кто-то спит, и это тоже хорошо. Значит, вы не готовы видеть то, что у вас будет там вылазить. Кто-то, наоборот, бодрячком ходит. Я вот, когда проходила марафон финансовые изобильные врата, это про финансы, из них я всего только 2 дня не спала. 12 дней идет марафон, 10 дней из них я просто спала. Я прям не могла, я спала. И я прям чувствовала, как мне ставят на место мои позвонки. Потому что у меня были проблемы с рождения с позвоночником. И они мне прямо его выпрямляли, в особенности таз, тазобедренные суставы. Поэтому
сказать, что марафон вообще не помогает, некоторые так, наверное, думают, ой, это же онлайн. Нет, сейчас время совсем идет другое. Сейчас старые методы уже не работают вообще никак. Кто пытается там старыми методами начать обучаться и работать, вы просто будете тратить свои деньги. Вот у Асем Ханум я взяла обучение «Творец». Реально проходит телепатически. Я открывала всего 3 раза эту страницу. И то почему 3 раза? Потому что у меня телефон там что-то глючил, и мне нужно было загрузить это видео, посмотреть. Все, остальное время я все время проходила это телепатически. Это звучит сейчас как реально, как сказка, но оно так и есть. Скоро все люди начнут вот так вот общаться мыслями. Они будут слышать друг друга. И это нормально будет. Так что марафон очень классный. И сказать самому себе спасибо для того, что вы, во-первых, откроете свою осознанность, вы увидите себя со стороны совсем другим человеком и не будете обращать внимание уже на тот негатив, который вокруг обычно летает. Да, я не советую писать всякие пакости целителям, вообще никак. Ответка придет моментально, я же говорю. Сейчас время сжатое. Есть нумерологи, астрологи, они тоже вам могут это подтвердить, что время идет сжатое. И быстро карма, прям быстро приходит. Если раньше карма действовала в ответку годами, там нужно было 100 лет, 150 лет, сейчас от месяца все. Может через месяц, может через день прилететь. Поэтому будьте осторожны со своими словами. Не надо просто так писать, шутить, чтобы там кого-то развеселить. Или думать. Большинство, вот я вижу, сегодня вам писали, и я вижу, кто это пишет. Через человека же обычно пишут. Через человека пишут те сущности, которые боятся, что на самом деле их обнаружат и их уберут оттуда. Ребята, кто? У Асем Ханум также имеются курсы Творца самоисцеления. Поэтому, да, я туда пошла обучаться на курсы Творца самоисцеления. Это вот Елена задавала вопрос, я только увидела. А знаете, когда сидят сущности годами, и когда они уже не просто в поле, а когда уже вошли в тело, человек не понимает, он себя уважает или нет, потому что в это время душа уже находится не в теле, а в поле. Они меняются местами. Поэтому, как бы он бы не хотел себя уважать, чтобы не писать плохое, он будет писать плохое, пока не убрать вот эту негативную программу. Только когда уберется эта негативная программа, человек приходит к осознанности. А для того, чтобы его почистить или выйти на этот путь осознанный, вот почему все сегодня пришли на этот стрим, вас кто привел? Вас привели ваши предки, чтобы вы услышали, чтобы вы поняли, чтобы осознали и пошли на другую ветку вероятности, где намного будет благости для вас и ваших окружающих больше, чем нынешний. Как понять, сколько вы в курсе? У каждого обучение проходит тоже онлайн, и каждый проходит его в то время, когда ему удобно. Этот курс покупается один раз и остается с вами до конца жизни. Пользуетесь им, не пользуетесь вы им. Это только первая ступень. Вообще ступеней 3. Первую ступень сейчас осваивает Зара Ханым, и у нее уже идет распаковка знаний. Телепатически, как она сказала. У нее 3-й глаз открытый уже. Так, Баян слов. Намагичили и намагичили. Куча болезней. Кстати, вот все, кто идут на всякие привороты или там кого-то наказать хотят, имейте в виду, что когда Асем Ханум начинает чистить, это все пойдет обратно. Так, больше не отправляйте, пожалуйста. Диагностика с семьи больше. Мирам Гульткам Харадам. Консультации я не даю. Консультации я не делаю. Я могу вам сделать полную диагностику, могу сделать легкую диагностику в стриме. Почему я не консультирую? И вдруг вы когда-нибудь захотите пройти индивидуальную чистку. Это тоже делается онлайн.
для индивидуальной чистки, я не должна про вас знать ничего. Понимаете, если я про вас что-то буду знать, мой мозг будет бежать впереди паровоза, и вот-вот у нее там это, у нее муж такой, у нее это. Вообще мне о вас информации не должна быть информации. Вы проговариваете все свои болячки, все свои заболевания, все свои обиды во время сеанса своим духом предков и моим духом. Ну, мой фантом ходит везде, каждого человека лечим. Некоторые видящие знают, видят меня. Вот по поводу консультации хочу сказать, что я не консультирую. Или берите диагностику, или сразу заходите на марафон. Если у вас что-то не так, если нету энергии, если есть панические атаки, между прочим, с паническими атаками очень многие заходили в прошлом году, и они благополучно исцелились, избавились от этих страхов. Как вы знаете, что психологи, психотерапевты с паническими атаками работают очень долго, 1,5-2 года прорабатывают. Это за каждый сеанс вы должны платить. А так вы, пройдя марафон, ну я гарантию не даю, что за один марафон у вас пройдет паническая атака. 2-3 марафона, и вы можете полностью забыть про эти страхи. Вся информация есть в общем чате. Сейчас, кто зашел на марафон, дам ссылку в общий чат. В общем чате. Общий чат вообще это на все ваши вопросы вы найдете ответы. Таким образом, есть администратор, который объясняет на русском, и Айдар на казахском языке. Казахша, орысша, ағылшынша алсаңыздар болады. На 3 языках марафон записан. И инструктаж проведут администраторы с вами. Все объяснят, как надо проходить, что нужно делать. Доступ на марафон дается на 12 дней. С сегодняшнего дня 12 дней дополнительно вы получаете сеансы. 30 сеансов будет. Это все будет рассказывать вам администратор. Администратор бәрін түсіндіріп айтып берді. Так, по поводу замужества. Кто хочет замуж? Вот девчата приходили на марафон с запросом выйти замуж. Былтыр бір жас қыз, енді 24-25 қыз ба, я уже не помню сколько лет. Она пришла с запросом, чтобы выйти замуж. Один марафон закончила, ей предложение сделали 2 парней. 2 сразу предложение сделали, она отказала обоим. Знаете почему? Потому что у нее ценности менялись за 12 дней. За один марафон она поменяла свое мышление. У нее проект она какой-то открыла, пошли деньги, и она думала, что спасется в замужестве, да, может, думала, если она замуж выйдет, это будет классно. А когда вы меняете свое мышление, когда у вас сознание расширяется, она отказала, и у нее пошел бизнес, понимаете? Я говорит, я не хочу замуж, я хочу сначала встать на ноги, потом только выйду замуж. Вот такие вот есть результаты. С прошлого года тоже вчера Жансу выступала, ей тоже предложили 2 раза, она отказала 2, и вот 3-й раз она вот собирается сыграть свадьбу, собирается получить свою квартиру. На минуточку, девушке 45 лет. Так что ограничений нету. Кто хочет жениться, кто хочет замуж выйти, тоже с этим запросом можете заходить на марафон. У кого самооценка низкая, во-первых, кто в состоянии жертвы. Вот недавно проходила женщина 50 или 60 лет, я уже не помню, в Астане живет. Я, оказывается, никогда не замечала, как ко мне обращаются люди, говорят. Ее родные сестры вот таким приказным, хотя, представляете, да, сколько ей лет, приказным тоном на нее всегда вот так орут, всегда ее принижают. И она этого всю жизнь не замечала. После марафона она мне говорит, я дала отпор в 1-й раз в жизни, представляете, говорит, и я это терпел, у меня были шоры. Вот шоры, она не замечала, что ее унижают ее же родные. Понимаете, да? Ну, классный же результат. Человек познает себя, человек полюбляет себя на марафоне. Вы ставите в первую очередь себя, не детей, которые вот мамы, да, заходят на марафон, лишь бы у ее детей было все хорошо, лишь бы открылись дороги у ее детей. А себя, она про себя забывает, потому что казахские женщины, кыргызские женщины забывают про себя, они не любят себя.
совок нас воспитали так, что нужно слушаться папу, нужно слушаться братишку, нужно слушаться любого мужика, только не себя, понимаете? Нету любви к себе. И вот в 60, в 70 лет у человека проявляется любовь к себе. Таким образом, когда вы себя ставите на первое место у себя, все ваше пространство работает на вас, во благо вам. Понимаете, да? Еще хотела бы добавить, что когда вы ставите на первое место себя, именно свой выбор, не навязанный кем-то выбор, а свой выбор, у вас реально улучшается финансовый канал. У многих, вот кто здесь и находится, у многих проблемы с деньгами. Согласитесь? Иначе вы бы не заходили на стрим, не искали бы выход из этих ситуаций. Поэтому, когда вы начинаете проходить, вы начинаете себя ценить, себя любить, свой выбор, уважать свой выбор, у вас реально открываются пути. Вот это очень важно. И почему вот девушки, которые приходят с таким намерением марафон пройти замуж, выйти, но когда они начинают себя ценить и выше ставить, уже они не соглашаются, чтобы просто выйти замуж, потому что время пришло, да, все, после 25 ты старая. Нет, у них открываются дороги, и у них получается, что идут совсем другие вибрации. И, конечно, на такие другие вибрации придет тот человек, который нужен. То есть такой же удачливый, успешный. У вас шея болит, Динара? Почему-то вас показывают повешенной. В прошлом воплощении, возможно, у вас вот такая смена мерности произошла. Я вас вижу повешенной. Шея. Может, какое-то родимое пятно есть, может, щитовидка у вас, частые заболевания дыхательных путей. Заземления нету. Вам надо заземляться. Динара. На копчике у вас очень большой. У вас нету связи с вашим родом. Щитовидка, да. Вот это, знаете, с прошлого воплощения у вас идет как бы память души остается, да, вот как вы умерли, и в этом воплощении, в этом теле у вас заболевает тот орган, куда, вот, например, бывает там копьем пробили сердечную чакру, сердце, да, и в этом воплощении у человека проблемы с сердцем или там ногу, ну, короче, я не буду вдаваться в это. Про что я говорила? Про веревку сказала, про заземление сказала. Копчик, на копчике джин есть, преобладает. Вот как будто, знаете, вот тазобедренный сустав справа у вас вот больше отдает копчику. Есть такая боль? Еще, знаете, почему-то вы были воином в прошлом воплощении. Шаолинь же есть вот эти китайские эти, у них такие косы были. Вот так выбрита, и сзади коса такая длинная. Вы были в мужском теле. Ну, это просто к сведению показывает. Боевой характер, возможно. Почему-то мужской. Вот, у вас нету, и в этом воплощении у вас не хватает женской энергии, женских гормонов, понимаете? Вот мужиком вас показывают, и все. Вот хоть убей. Опыт непройденный какой-то показывает, опыт непройденный. Вам надо принять свое тело, принять свою женственность. Вот этот стержень, мужской стержень у вас внутри остался, понимаете? Мужик мужиком. Я вот прям фалос вижу в районе матки. Сколько лет вы сказали? 40. 40 лет. А почему коленки болят, да? Коленки как будто... Вот в коленках я вижу пластины. Как будто пластины, где мениск, пластины вижу, и как будто отекают ноги. А так... Ну, я перечислять каждую сущность не буду. У вас достаточно... Да. У вас достаточно этих сущностей в поле. Чистится, как до Москвы.
операция жасатпай коемыз пока. Я прям утверждать не могу. Конечно, это зависит от вашей веры, Динара. Я не говорю, чтобы вы категорически не шли на операцию. Ну, возможно, вообще, я сегодня просто у себя в Инстаграм увидела, помните, в прошлом году мужчина 60-летний участвовал, он принимал марафон, и у него ключица была сломана, и она неправильно зажила, понимаете? Она зажила криво у него. И во время марафона поставили эту ключицу на место. Ну, это арвахтар делают во время сна, это не больно, таких нету, чтобы вас привязали, и вы там 3 дня или неделю валялись, не могли встать. Это делается во время сна очень быстро. Почему я говорю, что 30 сеансов, вы во время сна, ваши тела отделяются, физическое тело спит, ментально, астрально, 7 тел есть у человека. И вот таким образом лечат. Вот у кого нету имплантов в суставах, у кого нету операционных вмешательств, у тех людей идет быстрее исцеление, понимаете? Вот на марафоне вот у эзотериков, любой эзотерик не любит, когда человек пришел уже с каким-то с титановым суставом или там что-то поменяли, поставили там позвонок, да, поменяли титановый или так, платина какой-то, ну, ставят же сейчас, или там кардиостимулятор. Когда человек в первозданном виде, легче работать нам. Изменить вот это положение вашего позвоночника. Голодных духов много вокруг нее прям. Прям постоянно мерзнет она. Прям со спины мерзнет. Все тело мерзнет, как будто бы. Умственная отсталости, да? Вы же пишете. Ну, вы же можете принимать сеансы, вы же можете волеизъявлять свое желание, свое намерение, да, Динара? Срак. Ну, если вы можете за себя решать, конечно, я думаю, что вы дееспособная. Вы можете принимать сеансы, вы можете также, как и все, получать чистку и лечение.